Ребят, всем привет! Меня зовут Вика, и сегодня на моем канале рубрика «Якутяне в Москве». И я пришла в гости к девушке, которую нашла через Инстаграм. Это Мария Васильева. Маша, привет! Всем привет! Привет, Вика! Вот, Маша переехала из Якутска в Москву 3 года назад, и за это время с нуля стала очень востребованным кондитером. Маша, расскажи, с чего все начиналось? Скажем так, как определенной истории, наверное, нету, как у большинства женщин, на все вот это вот дело повлиял декрет, повлияло рождение моей малышки. Раньше я, конечно, никогда не занималась этим, даже не пекла. Сейчас мои знакомые, которые знают меня всю жизнь, они удивляются. Да, вот Маша как-то начала печь, вообще Маша и выпечка, торты, это что-то вообще как бы нереальное, да, для них. Конечно, вначале для семьи. В Инстаграме, кто на меня давно подписан, они, наверное, видели мои первые работы. Они больше такие были скромные для семьи, там, да, для к чаю. Вот. А потом мы начали угощать соседей, друзей, коллег. Ну и пошло-поехало, и сарафанное радио сработало. Специально я рекламу нигде не подавала, просто я пекла, просто я делилась тортами, фотографиями, да, в Инстаграме, и народу понравилось. Они вот начали уже просить, может, Мария, вы будете на заказ печь? Я выставила такой скромный пост о том, что, возможно, я начну печь. Там, если кто-то будет желающий, то пишите, обсудим. Он такой был полон сомнения, да, пойдет, не пойдет. И через полчаса после того, как я опубликовала такой пост, мне написали на WhatsApp с желанием приобрести торт «Красный бархат». В Москве? Это был в Москве, да. Девушка Тоня, Антонина, мы с ней подружились потом в итоге. Она для мамы заказывала торт «Красный бархат». Вот, я его испекла, конечно, было очень волнительно. Я всех обзвонила. В WhatsApp-группу меня заполнились моими сообщениями о том, что вот первый заказ в Москве, очень волнуюсь, там, начала искать дополнительно какую-то информацию, чтобы было наверняка и не ошибиться. Первый отзыв также я ждала очень долго, я не спала, можно сказать. Муж мой тоже не спал в ожидании этого сообщения. Конечно, им все понравилось. И это придало какой-то вот уверенности, толчок. И потом уже друзья Тони пошли, да, коллеги пошли, и, соответственно, потом. Совсем недавно попробовала знаменитые павлуши Маши, и я реально, ребята, в восторге. Я стала фанаткой ее сладких шедевров, потому что у меня мои вкусовые рецепторы просто ликовали. Это безумно вкусный десерт. Маш, а как ты пришла вот к этому рецепту? Рецепт десерта Павлова. Я специально никогда не планирую, что у меня будет в ассортименте. У меня это бывает так спонтанно, да, как-то вот, вечером, скажем так, положим, за чашкой чая, захотелось попробовать эту Павлову знаменитую, начала искать рецепты. Соответственно, я перепробовала очень много вариантов, но в итоге остановилась вот именно на этом. То есть я там поменяла немножечко рецептуру, добавила от себя, в любом случае каждый кондитер, каждый шеф-повар, он добавляет от себя что-то, какую-то изюминку, хоть даже маленькую, но вот эта вот изюминка, она уже отличает, да, то есть уже будет узнавать по почерку, по характеру. Вот. В моем случае Павловы, конечно, выстрелили на ура, да, они шикарные, на самом деле. Они правда вкуснейшие. Да. Вот. Я рада, что Павловы завоевали еще одну сладкоежку, сладкоежную душу. А, кстати, прикол, моя девичья фамилия Павлова, и многие в Якутске меня знают как Виктория Павлова. А снимает нас Алексей Павлов, и у нас такая тусовка Павловых. Да, надо было сегодня Павлова приготовить, вместо капкейков тогда, да? Я, кстати, Маша, хотела заострить свое внимание на том, что твое увлечение стало приносить доход. Это же круто. Поделись своим опытом, потому что очень многие, я знаю, девушки вот сейчас начинают заниматься таким образом, приходят к бизнесу. Поделиться вот именно чем? Какие могут быть препятствия, трудности в становлении, в структурировании своего бизнеса? Во-первых, препятствия, трудности это сидят в головах у нас у самих же, да, какие-то стереотипы, которые мы строим, то, что там понравится, не понравится, но еще и плюс есть такое, что скажет народ там, да. Нет, скажу одно, что надо вот забыть вот про все вот это вот. И если вот это твое, если это вам нравится, то, пожалуйста,
поступайте, как велит сердце, скажем так. Я вначале, конечно, мне было страшно. Я никого не знаю в Москве, меня никто не знает в Москве, будут ли покупать мои десерты. Но не попробуешь, не узнаешь. Я попробовала, у меня получилось. Никакого такого секрета нету, просто я делаю это от души и с любовью, И скажем так. получается, за год ты уже такую клиентуру, у тебя постоянная клиентура, Да. тебя приглашают в разные города России с мастер-классами. Я думаю, что всего за год это очень большие успехи. Да, год на самом деле срок небольшой. Я сама, конечно, очень так, ну, скажем так, удивлена, но зная свою работоспособность, в принципе, я ожидала такого результата. Надеюсь, через 3 года у меня больше будет, да, результатов, скажем так. Приду в гости, проверю. Да, обязательно встретимся. Маш, я знаю, что когда ты только переехала в Москву, ты искала себя, не сразу пришла к десертам, а пробовала еще стать визажистом. Вот почему не срослось? Мое увлечение вот мейкапом поддалось, наверное, вот моде, да, дань моде. Позапрошлом году это было, все начали заниматься вот, визажем. Крыгина, Да, там, я в прочее, том да? числе, я подписала на именитых блогеров, пошла, обучилась на курсы, кстати, к нашей землячке тоже, Кире Санниковой, прошла индивидуальные курсы. Просто я не учла один момент, что по приезду в Москву мне нужно будет самой выезжать к клиентам, скажем так. У меня маленький ребенок, это мне очень удобно. Прибегать к услугам няни, мы этот вопрос сразу отмели, то есть он даже не рассматривался. Ну, соответственно, вот эта вот вся моя прыть, она немножко поугасла. Я дальше начала вот искать себя, скажем так. Ну, я не, как-то вот, не знаю, не специально там искала, что-то пробовала. Я просто начала печь. И просто люди начали спрашивать. Ну, в моем случае это вот так вот получилось. И Вика, я вот специально не искала, вот, да, скажем так. Да, я начинала как хобби. Это сейчас мое хобби, которое просто приносит мне небольшой, скажем так, доход. Я считаю, что у девушки, у женщины в любом случае должны быть свои какие-то деньги, да, на свои булавочки, немножечко быть независимой от мужа. Вот. И торты мне в этом помогают, скажем так. Затронула вопрос о том, что семья и увлечение. Вот как ты нашла баланс? И сразу же нашла баланс, или же были какие-то там конфликты дома? Нет, баланс я нашла не сразу. Когда я начала вот заниматься уже, скажем так, более профессионально, вот, да, выпечкой, я хотела больше работать. Я хотела как-то вот реализоваться себя как мастер, как кондитер, но в любом случае есть минусы, когда страдает семья, когда страдают дети в плане вот, общения, внимания. Летом, ни для кого уже, наверное, не секрет, у меня случился немножечко такой маленький творческий кризис, когда я посидела, ну, я закрылась, можно сказать, в себе на недельку-две и начала все переосмысливать. И решила все-таки найти баланс в том плане, то, что в первую очередь я мама. Да, в первую очередь я мама, жена, а потом уже мастер. Пока сейчас у меня на первом месте это моя семья. То есть я хорошо, то, что вот я работаю сама на себя, скажем так, я могу регулировать свое время. Да, то есть регулировать заказы, где-то много, где-то меньше. Но сейчас я пытаюсь уделить больше внимания детям. У меня сын старший, он в подростковом периоде. Это у нас получается сейчас такой переходной период. Малышке 4 года, самый такой момент, когда ей нужно больше общения с мамой. Почемучка? Почемучка, да. Да, почемучка, все верно. Вот. Ну, в этом плане я решила, что все-таки некий баланс, он мне позволит больше общаться с детьми, с семьей. Маш, очень важный вопрос про переезд с детьми из Национальной Республики в столицу России. Тебя интересуют вопросы по поводу, Да. как встретили нас в школе, Да, как у как меня в школе, ребенок, в садике, как да. у меня дети, да, влились в общество. Ну, на самом деле, меня вначале, конечно, отговаривали насчет переезда в Москву. Да. 4 класс у меня ребенок заканчивал, да, старший, получается. Мы переходили с начальных классов в среднее звено, там уже немножечко, наверное, свои какие-то законы, да, у детей, у подростков, ну, тогда они еще не подростки, но уже есть какие-то свои определенные законы в этом плане. Вот, нет, скажу сразу одно, хочу всех, наверное, успокоить, что нет никаких предрассудков в этом плане, что наших детей здесь обижают, ни в коем случае нет. Москва очень, скажем так, гостеприимна в этом плане, да. Но еще плюс зависит, конечно, от ребенка и от родителей, какое семя они вообще зарождают
в плане вот национального вопроса, есть ли он, будут ли дети обращать на это внимание или нет. Мы никогда на этом не зацикливались. У меня дети очень спокойно общаются с детьми других национальностей. Москва многонациональна. В общем, да, Москву я обожаю вот из-за этого, что здесь все равны. Нет вот таких вот, по крайней мере, в любом случае, нашу семью это никак не затронуло. Ни меня, ни моих детей. И надеюсь, что в будущем тоже нет, никак. Ты говорила, что у твоего сына друг Армянин. армянин, Да, один и один русский, то есть да. у них такая компания. Да, они втроем ходят везде. И в кино, там, и в кафе. Ну, с девочками общаются, конечно, но больше вот они втроем дружат. Ну, классно, слушай, замечательно. Потому что у меня многие подруги с детьми вот как раз этим вопросом интересовались. А вот было ли сложно вот в бюрократическом плане устроить ребенка в школу? Нет, в садик? абсолютно нет. Первая школа, куда мы устраивались, это 554-я на Каховке, район Зюзина. Школа рабочего класса, скажем так, район там средний, то есть нет детей-мажоров, которые могли бы как-то, наверное, повлиять, да, на адаптацию моего сына. Влился он сразу в коллектив, тем более в классе у них было меньше мальчиков в 2 раза, чем девочек. То есть у них было внимание двойное, да, получается. В малиннике. Да, в малиннике, скажем так. Сразу девочки начали писать, там, звонить. Дружить. Да, мы жили тоже совсем рядышком со школой. И вот все его одноклассники вот с этого района, получается, они тоже встречались, ходили друг к другу уже на дни рождения. Ой, классно. Да, насчет бюрократии нет, нас приняли сразу, нас приняли тепло. Наш классный руководитель на тот момент, Татьяна Ивановна, преподаватель русского языка, она так обрадовалась, узнав, что мы с Якутии. А почему? Да, ну, что у вас в Якутии, говорит, да, у вас же пушнина, у вас алмаз. В общем, они, да, наслышаны о Якутске, о том, что богатый край, о том, что у нас очень теплый народ. Они очень хорошо отзываются, вот старшее поколение, которые побывали у нас, о том, что у нас очень гостеприимные, несмотря на холода, да, скажем так. А насчет садика. Карина сейчас посещает частный сад, но это больше, наверное, детский центр развивающий. У них есть группа дневного пребывания. То есть мы ходим на 4 часа с 10 утра до 2 дня. То есть я ее забираю, она дома обедает, и потом мы дальше идем на занятия. Занимаемся мы в театральной студии и вот на музыкальной студии. Понятно. Пока так. Отлично. Поделись своими первыми впечатлениями после переезда в Москву. Москва, она меня приняла очень, скажем так, тепло. Да? Мы вот сюда, когда бываешь в Москве проездом, ты не замечаешь на всю эту зелень, которая окружает нас. Москва — это город вокзалов. Да. Для многих, кто проездом. Да, это вот серый город, высотки, сталинки. Вот. А когда вот начинаешь жить, наверное, да, начинаешь гулять в парке, по паркам, ты замечаешь, какое все красивое, какое все яркое. Вот как будто бы это с картинки все пошло. Если, конечно, на контрасте, вот, да, все познается в сравнении. Мы приехали в июле с Якутска. У нас немножечко было серовато, скажем так. И мы сюда приезжаем и окунулись в эту листву. Вот эти вот большие деревья, вот это вот, скажем так, сирень, вот эти вот все большие кустарники. Дети у меня были, конечно, в восторге. Мы целыми днями пропадали в парке. У нас там рядышком через дорогу был парк. Понимаю, Да, понимаю. да, мы прям вот лежали на траве, устраивали пикники. Маш, а что тебе не понравилось в мегаполисе? Вот какие минусы жизни здесь, в Москве? Наверное, расстояние все-таки. Расстояние. Ну, учитывая, что мы живем в таком районе, где у нас все по шаговой доступности. Инфраструктура вся. Да, да. И садик, и школа у нас прям во дворе практически находятся. Я пока минусов не вижу. Вот честно, Вика, скажу, я минусов Серьезно? нет. Да. Я в Москву вот как влюбилась, то вот так вот я до сих пор в нее влюблена. Да, я в такой эйфории нахожусь до сих пор. Она окрыляет, на самом деле она окрыляет. И дает очень много возможностей. Не только вот для взрослых, но самое главное для детей. Открывает возможности. Ребят, ну мы, наверное, уже закруглимся с Машей. Да. У нас же в планах еще вкусные капкейки. Мы с Лешей их заточим. Спасибо, что были с нами. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Совсем скоро у меня уже будет новый герой рубрики «Якутяне в Москве». Я обещаю больше не пропадать. Всем спасибо за просмотр и пока. Всем пока.